Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на судьбоносные события в октябре. Что ждет, что будет, что по судьбе, на что надеяться и чего вам ждать. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, действительно судьбоносный месяц. Смотрите, вы здесь просто на слоне едете. Ну ничего себе. У вас октябрь очень богат на события, связанные с деньгами, с материальным, с обретением, с приобретением и у кого-то прям улучшением вашего финансового положения. Стабильность, знаете, как стать на ноги, почувствовать себя уверенным человеком, может быть, знаете, как рассчитаться с какими-то кредитами, долгами. Да? Денег, либо возможности заработать денег будет в разы больше. Именно октябрь очень богат на такие яркие события. Ну, буквально, да, под ногами все блестит. Кто не ленится, кто под ноги смотрит, да, вот просто иди и собирай эти возможности. Вы просто наверху этого слона едете. У слона хобот короткий, но вы погонщик этого слона. Да? То есть от вас все зависит, насколько длинный хобот отрастет у вашего слона. Имейте это в виду. То есть возможностей будет очень много. Не ленитесь, не стесняйтесь. Берите все, что будет идти к вам в руки. Грубо говоря, поднимайте все, что у вас под ногами. Все это будет важно, все это будет нужно, и все это вам пригодится. То есть месяц именно денежный, да? Денежный именно, на возможности богатый, на счастливые события, на случайные события. Вот все, что связано с обретением, приобретением, материальное, улучшение, стабильность и опять же, да, рассчитаться с долгами. Все это будет вам предоставлено именно в октябре. Так, следующий момент. Здесь у меня полная чаша, и на чаше двое счастливых, и звездочка загорелась над ними. То есть это указывает на любовный союз, на счастливый любовный союз. Кто-то в октябре встретит свою любовь всей жизни. Кто-то в октябре наконец-таки, да, сойдется в этот любовный союз, да, может быть, вы уже встречаетесь, общаетесь, встречаетесь, либо у вас симпатия, а в октябре вы уже будете парой, а кто-то съедется, вместе жить начнет, а кто-то пойдет заявление в ЗАГС подаст, понимаете? То есть какие-то серьезные такие изменения, качественные изменения для двоих идут, счастливые, потому что звездочка над вами горит, и чаша у вас под ногами полная, то есть, да, это любовь. Это нежность, это преданность, это желание, да, любить и быть любимым. Просто замечательно. Ну и за редким исключением еще может отыграться очень классный плодотворный союз двух людей, бизнес-союз, там, либо деловой какой-то союз, когда на основе взаимоподдержки, взаимовыручки, вот знаете, самоотдачи по отношению к друг другу и к тому делу, которым вы занимаетесь, достигается звезда, то есть достигается успех. Да, успех. Но опять же двое, да, два партнера, два человека, которые над одним делом работали. То есть успех на двоих идет. Так, с левой стороны у вас здесь очень такая птица нехорошая, которая складывает крылья. То есть летать она больше не может. Может быть какая-то беда, может быть какие-то неприятности, может быть какой-то неприятный человек. Но вы все разные, у каждого по-своему отыграется. Возможно, вы эту ситуацию добьете. Да? То есть какая-то неприятная ситуация, какая-то проблема серьезная, которую вы именно решите, закончите, заблокируете. Все, дело сделано. Да? Вы избавляетесь от неприятностей, либо вы избавляетесь от неприятного человека. Вы
как свободу от этого получаете. Но делать вы будете все сами. То есть над этой ситуацией, над этой проблемой, либо с этим проблемным человеком вы будете работать. Что-то вы делаете, где-то вы суетитесь, с кем-то вы договариваетесь, какие-то действия совершаете, да, и вот своими ручками просто этой птице крылья складываете. Чтобы она не мешала, не портила вам жизнь, да, не лезла в ваши дела. То есть вы решите какую-то серьезную проблему, решите, да, справитесь с какой-то серьезной неприятностью, либо справитесь с каким-то очень вредоносным, неприятным для вас человеком. То есть вы это закрываете, собственными руками это делаете. Так, следующий момент. Следующий момент связан с вашей реализацией. Причем очень похоже на какое-то творческое начало. Может быть, вам что-то хотелось сделать, либо вам что-то было интересно. Может быть, вы себя в чем-то мечтали попробовать, либо вы уже начали пробовать. И тут вот, пожалуйста, в октябре будут результаты. Кто-то только лишь начнет в октябре, да, себя реализовывать, а кто-то уже начнет получать результаты. Смотрите, результаты будут неожиданно прекрасными. Тут не дать не взять, вы с левой стороны, вы с флагом в руках, у вас тело похожее на звездочку. То есть получается, вы своим делом занимаетесь, это ваше, и вы получаете подтверждение в виде хорошего такого прекрасного результата, которым вы в полной мере довольны, плюс еще срываете какие-то аплодисменты. То есть люди, да, люди уже со стороны, видя то, чем вы занимаетесь, видя то, что вы делаете, вам хлопают, говорят: ну ты молодец, это классно, это шикарно. Это очень талантливо, да, делай, продолжай, мы в тебя верим, мы с тобой рядом, мы тобой восхищаемся, нам это нужно, для нас это важно. То есть вы еще под прицелом чьих-то добрых глаз, которые именно действительно либо нуждаются в вас, либо верят в вас. То есть рядом с вами четверка идет. Четверка. Но это и близкие семья, и плюс еще очень как преданные люди, которые вас действительно любят, ценят, любят и вот готовы поддержать, да, готовы поддержать во всем. Так, еще. Девочки, кто, ну, например, точно знает, что есть какая-то женщина-соперница. Соперница. Может быть, вы уже в отношениях и какая-то соперница, либо вы испытываете кому-то симпатию, но мужчина, например, еще с кем-то общается, либо в принципе не свободен. Здесь где-то к середине месяца придут очень хорошие новости о том, что этой соперницы больше нет. Здесь мужчина сам решит этот вопрос, то есть, ну, не знаю, поругаются, расстанутся. В принципе, да, вот определиться, мужчина определится, с кем он хочет быть, кто ему истинно нужен и с кем он останется. Соперницы у вас не будет. Мужчины, переворачивайте на себя. То есть если есть женщина, вы ее с кем-то делите, либо думаете, что с кем-то делите, к середине месяца этот вопрос полностью для вас закроется. Идет, знаете, как отпустит, да, отпустит вот эта мысль, ревность, переживания отпустят. И вы понимаете, что этот человек расположен к вам, движется в вашу сторону, какие-то действия совершает. Просто вы выдыхаете и наслаждаетесь ситуацией. Опять же, девочки, вот еще пришла такая мысль. Может быть, это даже не в любви соперница, а, например, ну, у мужчины может быть бывшая, да? У мужчины может быть очень ревнивая мама, которая постоянно его там к себе зовет, там, ты должен то, ты должен сё, там, звонит, приходит, там, такая беспардонная дамочка. Вот тоже здесь вопрос окончательно решится. Не будет этой женщины, не будет этого соперничества. Ваш любимый человек, он только лишь ваш, и вы это понимаете. И это прекрасно. Так, следующий момент. Здесь вы долго находились в позиции ждущего человека. Чего-то вы ждали, кого-то вы ждали, чего-то вы ждали. Может быть, каких-то документов, каких-то разрешений. Что-то вам должны были дать, выдать, отдать, разрешить. Да? Вот ждали, ждали, и ничего не происходило. Вы уже как на пороге отчаяния. Уже не верите, что это будет. Вы не верите, что это случится. А это возьмет и случится. И именно в октябре случится. И случится так, что вы останетесь в плюсе. То есть вы получите то, что вы ждали, и плюс еще что-то. Либо вы получите не то, что ждали, но что-то гораздо лучшее. Да? То, на что даже не надеялись. Вот это очень положительный момент. Он вообще вам весь месяц сделает.
Поэтому, мои хорошие, свое вы точно дождетесь. Никаких дополнительных действий я у вас здесь не вижу, потому что понимаю, что вы уже все, что могли, сделали, да, и больше ни на что повлиять не можете. Ситуация разрешится. Октябрь полностью разрешит ваше ожидание, вернее, избавит вас от ожидания. Да? Все, что нужно, вы получите. Без лишних, как говорится, усилий. Так, следующий момент – это поездка. Поездка очень важная. И в этой поездке что-то определится, либо что-то решится. Вы почему-то будете очень нервничать, очень переживать и очень нервничать. Значит, мои хорошие, поберегите свои нервы. Ваши нервы никак не влияют на эту ситуацию. Эта ситуация вообще судьбоносная. Вам нужно ехать, и вы туда поедете. То, что вам нужно получить, узнать, либо то, что должно произойти, оно 100% произойдет. Нервничать не надо. И помните, что от вас ничего не зависит. Все уже предопределено. Понимаете? Предопределено. Повлиять вы никак не можете. Ошибиться вы не можете. Отказаться вы не можете. Все будет ровно так, как вам на роду написано. А написано ехать, и написано все это решить, разрешить, получить, не знаю, закончить. У кого как отыграется. Но вот поездка это 100% состоится. Здесь у вас такая огромная лошадь с длинным хвостом. Ну, лошадь — это всегда работа. В редких случаях может отыграться машина. Если вы планировали купить машину, в октябре вы ее точно купите. Машина будет быстрая, машина будет исправная, и машина прослужит вам долгие-долгие годы. Если вы ищете работу, даже если вы не ищете работу, то, возможно, как очень хорошее предложение. Предложение по работе, предложение на работе, может быть, даже на вашей работе вам будут что-то предлагать, там, перейти на другую должность, пойти на повышение. Также могут на работе, кстати, по лошади предлагать какие-то дополнительные функции, какие-то дополнительные обязанности. У кого-то могут предлагать оплатить вам обучение, да, отправить вас на какие-то курсы, там, квалификации, переквалификации. Ну, каждого по-своему отыграется. Но лошадь мне нравится, у нее длинный хвост, она смотрит вправо, и передние ноги, да, у лошади ведь ноги, она и поднимает. Это работа в долгую, и это работа успешная. Так мне идет. Так что, мои хорошие, готовьтесь, будет интересно, и вы на своей лошадке, да, вы на коне, наконец-то вы будете на коне. Так, с левой стороны здесь какой-то новый мужчина вышел, новый человек, которого вы еще не знаете, человек, с которым вам еще предстоит познакомиться. Мои хорошие, вы все разные, и у каждого по-своему отыграется этот мужчина, но мужчина очень необычный, мужчина судьбоносный мужчина, так можно сказать. Если вы девушка, которая мечтает о любви и счастье, то, пожалуйста, вот он идет. Будет прекрасная возможность познакомиться с очень достойным мужчиной. Если вы уже в паре, в браке, то этот мужчина, он, скорее всего, в какой-то профессиональной сфере будет помогать. То есть он профессионал, он может вам помочь решить ваш вопрос, вашу задачу. Если вы мужчиной смотрите мою отсыпку, то это новый друг, однозначно новый друг, покровитель, не знаю, бизнес-партнер, ну, каждого по-своему отыграется. Очень честный и благородный человек. Человек, который знает толк в дружбе, не предаст, не подведет, не обманет. Очень хороший человек. Так, еще какие-то изменения в доме будут происходить. Изменения. Они плюсовые, они в правой стороне вышли. Но что конкретно, я не могу сказать. Но в доме все будет по-другому. Все будет как-то улучшено, что ли. Может быть, вы мебель передвинете. Может быть, вы какой-то там минимальный косметический ремонт сделаете. Может быть, что-то новое в дом приобретете. Какое-то улучшение идет. Улучшение. То есть вы так заходите, и вам уже приятнее, и глаз радуется, да, и комфортнее себя чувствуете. Кстати, у кого-то может даже отыграться как смена места жительства. То есть, возможно, вы именно в октябре, если вы искали себе квартиру, если вы хотели, например, куда-то переехать, то именно в октябре это все произойдет. То есть вы заключите контракт, например, договор подпишете, и вот вы понимаете, что да, все хорошо, все замечательно, у меня будет новая там квартирка, новый домик. Причем вам все это будет нравиться, и условия какие-то очень хорошие будут. То есть плюс, да, перемена с плюсом идет.
Так, еще здесь как предупреждение вам идет. Очень эмоциональный у вас месяц, очень эмоциональный. Вы вообще как сплошная эмоция, как такая натянутая струна. Вроде как все хорошо, вроде как изменения происходят в лучшую сторону, вы все равно почему-то нервничаете. То ли у вас уже это хроническое, постоянно нервничать, то ли вы действительно все прям так сильно принимаете к сердцу, что ничего с собой поделать не можете. Укрепляйте свой иммунитет. Если вы знаете как, если вы знаете чем, пожалуйста, делайте. Если не знаете, сходите к своему лечащему врачу, поговорите и скажите: я очень много нервничаю, и мне нужно укрепить мой иммунитет. Пусть вам выпишут какие-нибудь БАДы, витамины, дадут хорошие полезные советы. Я просто не врач, я не имею права вам ничего советовать. Но вижу, что у вас именно иммунитет. На нервной почве у вас садится иммунитет. То есть вы становитесь восприимчивы ко всякого рода инфекциям, болячкам всяким нехорошим, да, поэтому имейте это в виду. Нужно укреплять свой иммунитет. Именно вы, кто смотрит мою отсыпочку. Что касается ваших близких в семье, там получше ситуация. По крайней мере, я вижу, что именно в октябре у вас будет меньше забот, меньше переживаний за близких, либо из-за близких. Здесь картиночка улучшается. Так, еще. Здесь вам по судьбе блеснуть какой-то своей мудростью. И кто-то это заметит. Не просто заметит, а даже отметит. Либо сделает упор на то, что вы очень мудрый человек. Какие-то ваши знания, которые вы получили когда-то давным-давно, они вам очень понадобятся. Здесь вообще какой-то момент, как минута славы, что ли, идет для вас. Кого-то вы, может быть, даже выручите своими знаниями, кому-то поможете своими знаниями. И какой-то человек это все увидит и будет об этом говорить, это будет отмечать. Да? Возможно, даже к вам будут приходить люди для того, чтобы вы помогли, научили, обучили, подсказали, да, вспомнили, что вы там раньше научились делать, и, возможно, даже поделились какими-то секретами мастерства. Да? Ваши какие-то знания, ваши умения будут очень востребованы. Так, и еще, хорошие мои, кто занимается, вы либо готовите, руками что-то делаете, готовите, либо вы, может быть, я не знаю, маникюр делаете. Пожалуйста, будьте внимательны к технике безопасности, потому что у вас могут быть какие-то травмы, именно руки, вот чем вы делаете. Руки, да, могут быть порезы, могут быть ожоги. И причем несколько подряд, либо несколько за один раз. Понимаете, как будто бы под ударом ваши руки. Вот ваш основной инструмент — это ваши руки. И он у вас немножко под ударом идет. Ручки свои берегите. Будьте внимательны, когда вы работаете. Здесь нет дурного глаза. Я не могу сказать, что кто-то вас поглазит, и из-за этого у вас будут травмы. Нет. Я вижу, что вы как-то спешите, либо вы что-то делаете, о чем-то думаете, не можете так 100% сконцентрироваться на своей работе. И из-за этого могут быть такие ситуации. Давайте договоримся так. Когда вы работаете, неважно, вы на заказ готовите, либо вы для семьи готовите, либо если вы мастер маникюра, вся концентрация не на каких-то мыслях, обдумывания каких-то планов, а именно на своей работе, чтобы избежать вот этих вот травм, неприятных травм. Так, вообще берегите руки, кстати, да, берегите, очень берегите. Если у вас холодно, меня смотрят просто зрители с разных стран, то, пожалуйста, перчаточки, кремушек, да, заботьтесь о своих ручках, потому что могут быть даже какие-то вот от огня бывают ожоги, да, и от мороза бывают как ожоги. Заботьтесь о своих руках, пожалуйста, это очень важно. Так, еще. Здесь какая-то конфликтная ситуация на пустом месте. Но для вас это будет казаться, что это пустое место. А для того, кто будет с вами конфликтовать, это как какой-то план. Да, вот я сейчас скандал с ней устрою. Вот я сейчас ей тут расскажу, задам, да, устрою трепку. Смотрите, человек идет к вам, просто с мечом, понимаете, а у вас даже щита в руках нет. Такая ситуация.
Я не могу сказать, где это будет происходить. У кого-то на работе, у кого-то по соседству, у кого-то даже в семье такое может происходить. Но вас пытаются застать врасплох, но при этом тот, кто идет с мечом, сам же на него и напорится. Опять же, я не могу сказать, как это произойдет. Но вы победите, грубо говоря, вашего оппонента, вашего соперника, вашего врага, того, кто на вас нападает. Вы победите, ничего при этом не делая. То есть человек решил напасть. Да, и сам же на свой нож и напоролся. Это очень комичная будет ситуация, которая, смотрите, вас оставит в каком-то легком недоумении, вы скажете, я не знаю, как это произошло. А вот тот, кто на вас нападал, человек будет просто уверен, клясться будет, да, что вы ведьма либо колдун, что вот вы просто одним взглядом остановили, вы негативно слали на этого человека. Это ж надо, я ж бедный несчастный, хотел пырнуть ножом, а сам напоролся. Это ж точно ведьма, да, либо точно колдун. Меня поглазил, негативно меня навел. Слушайте, вы еще про себя услышите в октябре. Услышите именно в таком ключе, что у вас глаз дурной, что вы там порчу наводите на несчастных врагов. Да, вот такие разговоры смешные будут ходить. Но вас это все будет забавлять. Но действительно, это смешно. Просто смешно. Но разговоры будут. Так, еще. Здесь какой-то мужчина мне вышел. Либо женщина с очень сильным мужским характером. Может быть, даже внешне вот, одевается как мужчина. Да, там не платьица, юбочки, а в основном там джинсы, штанишки. Такой спортивный стиль. Да, и так может отыграться. У этого человечка дорога к вам. Дорога, причем очень непростая, очень долгая, с какими-то, я не могу даже сказать приключениями, скорее препятствиями. Да? Вот человек движется в вашу сторону. У вас встреча состоится, обязательно состоится. Вот к вам прям едет, приедет. Но у кого-то парнишка, да, парень, мужчина молодой приедет, очень тяжелую дорогу перенесет и будет нуждаться в вашей поддержке, может быть, даже в какой-то вашей помощи, в вашей нежности будет нуждаться. Да, возможно, вы ждете этого человечка. Здесь дорога либо несколько раз как петляет, да, может откладываться, либо задержка будет в приезде в несколько дней. Вот имейте это в виду. Но все равно приедет, все равно доедет, и встреча у вас точно состоится. Так, еще девушки, женщины. Здесь какая-то пропажа найдется. В виде человека, в виде мужчины, скорее всего, кто пропал. Но знаете, бывает такое, вы с кем-то общаетесь, потом раз, человек и пропал. Либо человек, в принципе, может там все заблокировать и исчезнуть. Да? Вот такая пропажа у вас найдется. А вы не будете знать, что с этим человеком делать. Вам уже этот человек не интересен, и тут он опять появляется, и туда-сюда. Скорее всего, будете как-то тоже избегать этого человека. Но вам, кстати, будет интересно, где я пропадал, где был и вообще почему так произошло. Смотрите, правда, скорее всего, не узнаете, но получите кучу комплиментов, кучу каких-то там выражений типа «Ой, мне так было без тебя плохо, я постоянно о тебе думал, да, прости, извини, туда-сюда». Появится, пропажа найдется. Так, и венец. Смотрите, в венце какой у нас крутой знак. Это рог изобилия. Видите? Рог изобилия. Как я вам сказала, да, очень изобильный месяц. Но это изобилие, видите, он не на вас повернут, этот рог, а он смотрит в небо. То есть нужно будет каждый раз, да, залазить в этот рог и по благу себе вытаскивать. То есть ничего не будет даваться вот просто наотмашь. То есть вам кидают, вы подбираете. Нет, так не будет. То есть за каждым благом нужно будет куда-то полезть взять, либо наклониться поднять. Понимаете? Через работу, через труд, через какое-то действие вы будете получать блага. Опять же, кто не ленится, кто не боится, кто не стесняется, вам месяц идет просто богатый на события, на позитивчик, на материальное, на улучшение. Мои хорошие, не ленитесь, делайте над собой усилия, и вы будете просто в шоколаде в октябре. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.